Как уже во всем мире признали диктатуру Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как США своим негласным намеком дала понять Эмомали Рахмону, что его политика не приведет ни к чему хорошему. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. США пригласили на декабрьский саммит за демократию 110 стран, но Россию, Китай, а также Таджикистан не позвали. Это свидетельствует из списка участников, опубликованного на сайте Госдепартамента. При этом в перечне числится Тайвань, который США в числе других стран формально считаются частью единого Китая. Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Отсутствуют в списке приглашенных Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. 9-10 декабря в онлайн-формате состоится саммит лидеров за демократию. По сообщению администрации президента США Джо Байдена, виртуальная встреча будет стимулировать обязательства и инициативы по 3 основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека. Негласно это означает то, что США не признает в этих странах демократическую повестку дня. И таким образом как бы признают, что в этих странах действует диктатура. А вы как к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Из стран Европейского Союза приглашены все, кроме Венгрии. Среди приглашенных нет Саудовской Аравии, арабских стран Персидского залива, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа, Судана и Эфиопии, а также целого ряда других стран Африки, Латинской Америки и Азии. Ранее США включили Таджикистан в список стран, которые, по их мнению, нарушают религиозные свободы. Во время очной встречи, которая состоится через год, участники должны будут продемонстрировать прогресс в выполнении обязательств. США таким образом берет на себя роль эталона демократии, который будет судить, достаточно ли демократична та или иная страна. Таким образом, таджикская власть и именно Эмомали Рахмон теряет свои позиции на международной арене. Ведь если так будет продолжаться и дальше, то мы потеряем огромное количество союзников и тех, кто помогал Таджикистану экономически развиваться. Как вы думаете, как скоро Эмомали Рахмон провозгласит себя императором всего мира, и его семья открыто устроит нам диктатуру? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!